В Казахстане проходят Дни ингушской культуры. Целый цикл приуроченных к этому событию мероприятий пройдет в крупнейших городах республики. Запланированы также встречи с представителями ингушской диаспоры, проживающей в Казахстане. По этому поводу в Астану прибыла наша делегация и уже успела представить зрителям концертную программу. Залина Могушкова продолжит. Лучшие номера для казахского зрителя в Астане в рамках Дней культуры Ингушетии под аплодисменты полного зала прошел концерт. В программу вошли популярные хореографические композиции государственного ансамбля народного танца Ингушетия, а также совсем новые их постановки, такие как «Асы» и «Карнавал Кавказа». 3 часа выступления пролетели как один миг. Мощная энергетика и заряд положительных эмоций на долгое время останутся в душах зрителей Астаны после долгожданной встречи с ингушскими звездами. Мне очень концерт понравился. Я теперь всегда буду ходить в кавказские, потому что мне их всем национальности, костюмы, как они танцуют, очень нравится. А популярные солисты, вокалисты Ингушетии Алаудин Исмурзиев, Рахман Беков, финалистка популярной программы Первого канала «Голос дети» Рагда Ханиева, призер российского этапа детского Евровидения Лема Нальгиева исполнили популярные песни на русском, ингушском и английском языках. Даже один человек, приехавший сюда, это частица наших гор, частица наших рек, это частица нашей культуры. И обнять его для нас большое счастье. Маш, Прекрасное впечатление. Большое спасибо, что приехали, что нас собрали здесь, что мы их увидели. Мы очень рады. Большое спасибо. Я очень рада за Ингушетию, за то, что есть спортсмены. Я радовалась вместе с ними недавно, когда наши в Рио-де-Жанейро. Я от души желаю процветания и успеха моему народу. В рамках Дней культуры Ингушетии в Казахстане также состоялась презентация книжно-иллюстративной выставки «Ингушетия. История и современность». Все желающие могли ознакомиться с экспозицией «Туристический потенциал Ингушетии». Также казахскому зрителю был продемонстрирован документальный фильм об ингушской культуре. На выставке представлены книги, в которых можно узнать историю становления нашей ингушской государственности, также культуру, самобытность, фольклор, узнать классиков нашей ингушской литературы и современных писателей, и также познакомиться с прозой, которую я сейчас буду. Также мы с собой привезли и раздаточный материал, это детские силаты, ингушская литература, личные буклеты, что также пользовалось такой большой популярностью у всех посетителей выставки. И, в принципе, все разобрали, то, что мы с собой привезли. Дни культуры Ингушетии в Казахстане продлятся по 9 сентября в крупнейших городах республики – Астане, Павлодаре, Кокшетау, Шучинске и Караганде. А встречи с представителями ингушской диаспоры, проживающей в Казахстане, запланированы в Астане и Караганде, ведь именно в них проживает наибольшее число представителей ингушской национальной общины. Залина Могушкова, Новости 24.